Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Президент провел ряд рабочих встреч с руководителями профильных ведомств. Почему российские туристы все больше отдают предпочтение отдыху в Абхазии, узнавали наши корреспонденты. Министр туризма Абхазии встретился с представителями автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие». С нового учебного года при Министерстве просвещения начнет работать Центр национальных идей. Законопроект о возобновляемых источниках энергии обсудил президент Баадрагунба с Кабмином. Проект разработан в целях установления правовых, организационных, экономических и финансовых основ регулирования отношений государства, производителей, поставщиков и потребителей возобновляемых источников энергии. Были рассмотрены основные положения законопроекта, его потенциальное влияние на экономику страны. Баадрагунба поручил руководству администрации президента и Кабинета министров подготовить его для внесения в Народное собрание. Криминогенная обстановка в республике стабильна, доложил президенту вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут. Ведется активная работа по снижению количества ДТП. Роберт Киут рассказал главе государства об итогах деятельности МВД за первое полугодие текущего года. В целом, Бадр Зурабович, оперативная обстановка в стране остается стабильной. Несмотря на то, что в начале года, вы знаете, что были процессы, связанные с выборами, и была ситуация, конечно, нестабильная, но тем не менее криминогенную обстановку нам удалось удержать. То есть статистику мы проводим в сравнении с прошлым годом. Прошлый год у нас был по показателям фактически по всем рекордный. То есть у нас по криминогенной части и по ситуации на дорогах было уменьшение, скажем так, и преступлений, и смертности на дорогах. Для нас сегодня главная задача для МВД – это уменьшить смертность на дорогах. Та задача, которая вами непосредственно была поставлена. В рамках реализации этой программы были установлены 24 камеры фото-видеофиксации в промежутке между городом Суфун и наш Гагра, то есть граница по реке Псол. Что нам это дает? Помимо этого мы установили 5 рубежей контроля, оборудовали 5 постов на выявление нарушителей. Существенно изменилась ситуация на этом участке. Если взять по цифрам погибшим, у нас -6. В настоящее время ведется активная работа по установке камер фото-видеофиксации в восточной стороне. Я думаю, что приблизительно около 2 недель нам необходимо для того, чтобы эта страна была полностью запущена. Ну и, соответственно, мы уверены, что эти показатели, которые сегодня существуют, мы их еще больше улучшим. К концу года будет другой результат. Касаемо незаконного оборота оружия, ту задачу, которую мы поставили, согласно приказу министра, проводится в неделю 2 раза рейдовые мероприятия по всем заведениям городов и районов Республики Абхазия. Предупреждены все владельцы этих заведений для того, чтобы никто не имел возможности в общественных местах появляться с оружием во избежание каких-нибудь негативных последствий. Помимо всего этого, у нас есть увеличение по выявлению незаконного ношения оружия. Это связано именно с тем приказом, согласно вашему указанию, об активной работе, так скажем, в этом направлении. То есть в целом, если взять криминогенную обстановку и обстановку, есть небольшие изменения по кражам, да, увеличение, то есть задача поставлена выявлять. Иногда бывает, наши граждане не сообщают, мы стараемся узнавать, склонять людей к написанию составлению, то есть по обращению в наш адрес с заявлением и
как говорится, реализовывать эти мероприятия. Вот в Гагрской зоне задержано несколько групп, которые на системной основе занимались кражами. Хотел бы доложить, что многие из тех, кто задержаны, не являются жителями этого района. Также, Бадру Зурабович, согласно вашему распоряжению по основным видам деятельности, так сказать, да, Министерство внутренних дел остается работа и по незаконному обороту наркотических средств. В прошлом году мы выявили 14 групп. В этом году мы 4 группы уже, так скажем, выявлены, задержаны. Это, когда имеется в виду группа, это то есть от начала, то есть самого организатора до всех остальных, так скажем, участников этого процесса. 4 группы в этом году нами задержаны. Ну и, соответственно, налажено очень тесное взаимодействие с Главным управлением по незаконному обороту наркотиков МВД Российской Федерации, что нам сегодня позволяет организаторов задерживать на территории Российской Федерации. Вот. То, о чем я сейчас говорю, это именно те мероприятия, которые совместно, в частности, проведены с нашими коллегами из Российской Федерации. В настоящее время на территории Абхазии остается небольшое количество, можно сказать, пару единиц пару каналов, над которыми мы работаем. Фактически участники этого процесса нами установлены. Я думаю, что в ближайшее время мы с ними тоже по ним примем соответствующие меры. Павел Витальевич, благодарю за проделанную работу. Действительно очень важно сохранение стабильной ситуации внутри нашего общества, криминогенной ситуации, ситуации на дорогах, профилактика, борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Это все те направления, на которых необходимо усилить и сосредоточить свое внимание. В этом смысле мы чувствуем динамику улучшения ситуации по этим направлениям, но ни в коем случае сбавлять обороты нельзя. Вы знаете, что действительно большое количество наших граждан погибало на дорогах. Если, конечно, сравнивать с динамикой прошлого года, которая в разы лучше, чем предыдущие несколько лет, мы знаем, что и под сотню людей у нас в год погибало на дорогах. Все те меры, которые предприняты, усиление работы, значит, оснащение, техническое оснащение наших центральных республиканских трасс дает, безусловно, положительные, значит, результаты. Надо будет увеличить интенсивность этой работы в Восточной Абхазии. Мы сегодня наблюдаем увеличение транспортного потока в Восточную Абхазию, и возможности автодорог позволяют, значит, создать эти системы безопасности. В этом смысле эту работу необходимо продолжить. Совершенно правильно и справедливо вы отметили, и мы чувствуем эту работу во взаимодействии с российскими вашими коллегами по линии противодействия незаконного оборота наркотических средств. Эту работу надо продолжить, усилить. Значит, каждый гражданин, который занимается этим преступлением, должен понимать, что он понесет наказание. Это вопросы безопасности, национальной безопасности. Вы знаете, подверженность молодых людей такого рода, да, соблазнам, и мы должны сделать все, чтобы отсечь этих людей, не допустить на территорию людей, которые могут нам создать определенные сложности. Что касается, значит, летнего курортного сезона, мы наблюдаем небольшой всплеск краж. В этом смысле, Роберт Николаевич, прошу усилить тоже деятельность районных подразделений, центрального аппарата. Мы должны сделать так, чтобы граждане нашей страны, гости нашей страны чувствовали себя в безопасности, комфортно. Кстати говоря, о введении нового подразделения туристической милиции, это очень хорошее, правильное было решение. Я считаю, что мы совершенно вовремя и справедливо начали эту работу.
Я лично имел возможность пообщаться с этими молодыми людьми, которые сегодня расположены в основном в курортных, так скажем, городах и в Гагре, и в Сухуме, да. И в этом смысле обращение к этим подразделениям, в том числе наших граждан, гостей нашей страны, очень много. Это прямо та работа, которую нужно продолжать. Надеюсь, что мы это подразделение будем еще усиливать. И, конечно же, этим ребяткам надо будет обязательно дополнительно помочь. Убийство женщины совершено в селе Члоу. Как доложил Роберт Киут, по горячим следам установлено, что убийство совершил гражданин Свижба. Он задержан. Подразумеваю, как я вам с утра докладывал, в селе Члоу произошло убийство девушки по горячим следам. Преступление было раскрыто, задержан житель этого села по фамилии Свижба. Занимаемся дальше проведением оперативных мероприятий в этом направлении. Руководство Абхазии совместно с российскими коллегами занимается решением вопроса, связанного с возобновлением выплат российских пенсий для сотрудников МВД, вышедших на пенсию. Об этом заявил президент Баадрагунба на встрече с вице-премьером, министром внутренних дел Робертом Киут. Мы занимаемся активным взаимодействием с российскими коллегами. Вопрос связан в том числе с пенсионным обеспечением сотрудников МВД, пенсионеров. Значит, в этом смысле работа ведется. Есть пенсионеры, которые уже порядка 2,5-3 лет не получают пенсии. Это приоритетное направление в нашей деятельности. И, конечно же, мы всячески будем поддерживать, оказывать содействие нашим пенсионерам. В этом смысле, значит, есть определенные механизмы решения этого вопроса, которые прорабатываются с нашими российскими коллегами. Я думаю, что чуть позже мы дадим дополнительную информацию по проделанной работе. Владимир Здравович, хотел бы выразить слова благодарности. Все те усилия, которые вам придаются сегодня, они очень важны для наших пенсионеров, потому что действительно очень большое количество людей в настоящее время лишены возможности получения российских пенсий, хотя у нас есть действующее соглашение, но некоторые пункты пошли вразрез. Сегодня, благодаря вам, этот вопрос находится на стадии реализации, и мы очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем довести до наших пенсионеров хорошую новость. Спасибо вам большое за это. 5 майнинговых устройств обнаружены в Гудауте. 17 июля сотрудники таможенного поста ПСО совместно с СГБ Абхазии выявили аппараты по улице Очимчирская, 37, и еще 2 устройства найдены в соседнем доме номер 35. Оборудование не было подключено к электросетям, майнинговые аппараты изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Вопросы, связанные с состоянием дел в области образования и планами на ближайшую перспективу, президент Абхазии Баадрагунба обсудил с министром просвещения Ханой Гунба. Глава государства отметил, что наряду с улучшением качества образования в школах руководство страны ставит задачу уделить особое внимание воспитательной работе, которая должна строиться на патриотической, идеологической, культурной базе. Президент отметил, что вопрос сохранения и развития абхазского языка является одним из приоритетов направлений в деятельности руководства страны. Баадрагунба сообщил, что с сентября к заработной плате учителей абхазского языка будет доплата в 5000 рублей. Глава государства поручил министру просвещения обсудить с Академией наук и Институтом педагогики и представить предложение по введению в средних школах, начиная с 5 класса, отдельного предмета по истории Абхазии. Как отметил президент, это очень важно для воспитания молодого поколения. С нового учебного года при Минпросе начнет работать Центр национальных идей. Основная задача центра – воспитание подрастающего поколения в духе Апсвара. Для достижения этой цели в школах республики будут проводить открытые уроки, рассчитанные на учащихся 7 и 8 классов. Налач Хинджерия расскажет детали.
Быть рожденным в духе Апсуара – это про абхазов. Апсуара всегда была неотъемлемой частью нашего народа. Без этого невозможно понять, кто такие абхазы и как они живут. Основы Апсуара необходимо прививать ребенку с малых лет. Как правило, это обязанность родителей. Но в наше время молодые семьи нередко упускают этот момент в воспитании детей. В обществе давно обсуждают вопрос введения в школах специального предмета. Сейчас по поручению главы государства решается вопрос об открытии национального центра, который будет регулировать процесс воспитания детей в духе Апсуара. Я не говорю о том, что у нас не будет ошибок, и я не боюсь этих ошибок, потому что в любом новом деле будут, безусловно, какие-то недочеты, но на то у нас есть практики, которые это возьмут во внимание, возьмут в работу, и тогда мы поймем, что нам необходимо добавить, что надо подкорректировать, где нужно доработать. Это жизнь, это на практике мы только поймем. Постепенно мы будем наращивать, постепенно мы будем увеличивать количество тем. Темы могут быть самые разные. Они должны быть приближены к нашей действительности, к нашей жизни. Одинаково во всех школах не будет. Есть школы с контингентом 1200 учащихся, а есть школы малокомплектные с контингентом 50 детей. Безусловно, там, где мало детей, легче будет это внедрять, и большее количество учащихся охватывать можно. Мое убеждение, когда руководитель школы будет заинтересован в этом, а я уверена в том, что каждый руководитель школы, все директора, с кем мы разговаривали, разделяют позицию, что это нам нужно, это необходимо. Это уже даже мы опоздали какое-то время. Но для каждой школы нужно разработать удобную для них форму внедрения этой программы. Центр национальных идей планирует создать при Министерстве просвещения. Он будет набирать на работу учителей, которые в школах займутся воспитанием детей в духе Апсуара. Формат центра не подразумевает вводить в образовательный процесс новый предмет. Основы Апсуара будут изучать в виде открытого урока. На сегодняшний день мы так запланировали, что 2 раза в неделю, еженедельно по 2 раза в неделю. В итоге это получается в течение учебного года 68 часов. Предлагается, чтобы программа была гибкой, и предлагается, чтобы это все происходило очень интересно. Главное то, что мы им предлагаем, школьникам предлагаем, чтобы это вызвало интерес, а не просто так, что они обязаны вот это слушать и как бы становится частью образовательного процесса. Наша цель, чтобы то, что мы им предлагаем, вот эти лучшие культурные практики, были поняты и принимаемыми нашими детьми. Центр идейно-нравственного воспитания – это важный шаг к сохранению и передаче культурных ценностей абхазского народа новым поколениям. Уроки Апсуара рассчитаны на учащихся 7 и 8 классов. Также нужно отметить, что Центр будет вести работу совместно с Институтом педагогики и этнопарком Абхазии. Дети будут посещать различные исторические места, музеи, общаться с мастерами народного творчества. Этнопарк станет местом реализации практических занятий для того, чтобы дети это воочию видели, для того, чтобы дети здесь проводили время, для того, чтобы все, что они услышали, они подтверждали, закрепляли уже непосредственно живым материалом, который представлен на базе этнопарка. В этом плане этнопарк будет выступать нашим партнером в реализации данного проекта. Так как глава государства определил это приоритетным направлением, безусловно, мы будем вводить дополнительные штаты в образовательных учреждениях, которые будут обеспечиваться за счет бюджета Республики Абхазия. Вы знаете, на протяжении долгих лет у нас идет уже софинансирование с Российской Федерации. Здесь также будет софинансирование. Большая часть этих денег на заработную плату данного педагога
инициатива будет с Российской Федерацией. Более того, эта инициатива была наша, абхазской стороны, а на территории Российской Федерации мы можем получить нужный большой управленческий опыт для этих людей. Люди, которые будут приняты на работу в центр, они пройдут курсы повышения квалификации у нас здесь. Управленческие навыки будем формировать на базе центров образования в Артеке, в Машуке. Для педагогов, желающих стать частью важной воспитательной работы, с 21 июля в Министерстве просвещения открывается прием заявлений. На сайте ведомства можно будет найти анкету и заполнить ее. Центр национальных идей начнет работу в школах с нового учебного года. Нала Чхнджерия, Алексея Гухава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Руслан Тарба назначен на должность военного прокурора Абхазии. Наргиза Мацхарашвили утверждена на должность прокурора Тхварчалского района. Приказы о назначениях подписал генеральный прокурор Адгур Акарба. Почему российские туристы все больше отдают предпочтение отдыху в Абхазии? Помимо живописной природы и абхазского гостеприимства, для среднестатистического туриста важна финансовая составляющая. Так, по словам экспертов, цены на отдых в Абхазии примерно на 30-50% ниже, чем в соседнем Сочи. Мы связались с членом ассоциации «Альянс туристических агентств», управляющей компанией «Онлайн Турс» Екатериной Бежановой. Подтверждаю, что Абхазия сейчас пользуется большим спросом. Это можно связать с несколькими вещами. Во-первых, конечно, транспортная доступность. Сейчас отпустили прямые рейсы, это прекрасно. И крупные туроператоры начали рассчитывать пакетные туры уже с прямыми перелетами. И это, конечно, вызвало фурор. Но даже когда их не было, этих рейсов, все равно через Сочи это достаточно простая была процедура, и туристы без проблем преодолевали границу и ездили путешествовать в Абхазию. Почему еще, кроме транспортной доступности, это, конечно, ценовой вопрос. Цены в Абхазии намного доступнее, чем в том же Сочи, поэтому при равнозначных каких-то условиях будут выбирать Абхазию. Ну и, конечно, возможность расплачиваться там российскими картами. Это сейчас очень важный такой аспект для туристов. Вот вы говорили про доступность цен. Какая разница между среднестатистическим отдыхом в России и в Абхазии, если сравнивать? Наверное, если сравнивать равнозначно отели, то это будет примерно раза в 1,5, плюс-минус. Но, кроме того, в принципе, хороших отелей в Краснодарском крае по доступным ценам не так уж много. Абхазия дешевле курортов Краснодарского края, как вы отметили, но доступность отдыха и демократичные цены – это значит плохая инфраструктура и низкое качество, или мы можем конкурировать с курортами России в плане предоставления услуг? Я тут немножко не объективна, потому что я сама обожаю Абхазию, я несколько раз там была, и у меня там много живет друзей, поэтому, что касается сервиса, у меня не было никаких негативных случаев и негативного опыта путешествия в Абхазию. Поэтому у меня тут только позитивные впечатления, позитивные эмоции, позитивные отзывы о путешествии в Абхазии. Конечно, мы не можем не замечать того, что в Абхазии не хватает хороших, дорогих, качественных пятизвездочных отелей с люксовым перечнем предоставляемых услуг. Таких отелей в Абхазии, несомненно, не хватает. Это есть то, к чему нужно стремиться, и я уверена, что Абхазия к этому обязательно придет со временем. При этом отели нормального, хорошего уровня, не люксового, но нормального, хорошего уровня в Абхазии есть. И с точки зрения качества сервиса, если даже где-то оно как-то и проигрывает, то вот это теплое гостеприимство и вот то настроение, с которым встречают туристов, оно компенсирует некоторые недостатки по привычному пониманию сервиса. Я бы сказала так.
Красивая природа, чистое море, вкусная еда, да, низкие цены. На ваш взгляд, это главные преимущества Абхазии? Или вы можете еще что-то добавить? Вы перечислили все основные, конечно, преимущества данного направления. Сумасшедшая гастрономия, сумасшедшие горы, Новый Афон чего стоит, озеро Риц – это просто сказка. Поэтому, конечно, в первую очередь клиенты ездят, наши туристы ездят именно за этими преимуществами направлений, которые вы перечислили. В продолжение темы мнение экспертов хорошо, но реальные истории еще лучше. Мы пообщались с семьями, которые самостоятельно приехали на отдых в Абхазию. Почему они сделали такой выбор, узнавала Айлита Арутюнян. Ласковое море, теплый климат, знаменитое абхазское гостеприимство – это, пожалуй, самые распространенные отзывы о преимуществах отдыха в Абхазии. Но есть еще один немаловажный аспект – комфортные и доступные цены во всех туристических сферах. Семья Васильевых приехала к нам из северной столицы, города Санкт-Петербурга. В Абхазии они второй раз. Семья признается, что по сравнению с прошлым годом цены практически не изменились, чему они, безусловно, рады. По финансам нам очень приглянулось это место, потому что все-таки побюджетнее будет, нежели отдыхать где-то на других курортах. Мы изначально рассматривали вариант того, что нам нужно, если мы едем с ребенком, чтобы это было не меньше 3 недель. Потому что здесь цены на еду достаточно ниже, нежели там на наших курортах, так скажем. Да, причем и места такие очень интересные, рестораны, где все, так скажем, красиво подают, много еды, много вкусной еды, и при этом у нас бы, например, в Питере это стоило гораздо дороже. Конечно же, понимать, во что обойдется отдых, важно. Семья приехала на своей машине. Так они смогли сэкономить на дороге. Ведь авиаперелет на 3 человек обошелся в разы дороже. Кроме того, в пути была возможность насладиться красивым южным пейзажем. Очень яркая природа, это горы, это все сочетание большого количества зелени, чистого моря. Это все, конечно, очень привлекает. И даже на картинке, когда ты смотришь, хочется сюда приехать. Поэтому... Когда мы смотрели и выбирали, это тоже был таким приоритетным моментом. Да, нам друзья посоветовали именно это место, эту гостиницу, потому что она недалеко от моря, и к тому же мы на цены особо внимания не обращали, пока сюда не приехали, когда уже тут на месте. Мы не сравнивали на самом деле, мы думали, что, наверное, так же, как и, допустим, в том же самом Геленджике. Но здесь оказалось побюджетнее, мы были приятно удивлены на самом деле. Знакомые летели на самолете, да, и мы сравнили стоимость, естественно, нам на машине вышло дешевле ехать сюда, нежели лететь на самолете. То есть тут один полет на самолете в одну сторону, он обходится дороже, нежели нам оплатить бензин и платную дорогу туда и обратно. То есть на машине намного выгоднее ехать сюда. В городе-музее Питере есть множество красивых туристических мест, но цена посещения отличается от цен в Абхазии, делятся гости из Санкт-Петербурга. Поток туристов немножко другой там, и абсолютно другие туристы, то есть там в основном китайцы, да европейцы. То есть, соответственно, там ценник выше на все эти экскурсии. У нас каждый день почти расписан, поэтому да, мы все в бюджете прочитали, и в любом случае здесь намного выгоднее по финансам пройти все эти места, все достопримечательности и все увидеть своими глазами. То есть мы умещаемся в бюджет, то есть нас устраивает цена комфортная на все экскурсии, на все подъемы, на все катания, на такси, на еду, на все. Мы, естественно, сравнивали цены. Да, те же на пляже, все эти услуги на пляже, да, они здесь намного дешевле, чем в том же Геленджике. То есть там мы на лежаке платили 1500 рублей, чтобы полежать 4 часа. А здесь мы платим 800 рублей, 2 лежака, и мы лежим весь день. Семья Акатьевых первый раз в Абхазии, и свой первый день рождения Женя отметила в нашей стране. Молодые люди приехали из Москвы. В целом семья довольна своим пребыванием в республике. Очень удобно добираться, сделали прямой рейс Москва-Сухум. По бюджету довольно хорошо получается, отзывы о стране, и сама страна интересная. Но основной мне кажется, турпоток у нас идет в Турцию, поэтому основное сравнение с ней идет. И да, в Абхазии, конечно, дешевле получается. Где-то раза в 2, наверное. Наверное, даже в каких-то местах бюджетнее, чем у нас в Сочи ездить. И дальше уже куда-то лететь тоже.
там дороже выходит. Однозначно дешевле и отель получается, и еда домашняя в основном, и ресторанов много здесь, все отлично, вкусно. Как отдыхать? По путевке или нет? Лететь на самолете или ехать на машине? Останавливаться в санатории или в частном секторе? Выбор за туристами. Главное, в Абхазии есть возможность для любого отдыха. Аэлита Арутюнян, Ильдар Дамиров, Лилиан Маршан. Абхазское телевидение. Вопросам безопасности во время курортного сезона уделяется повышенное внимание. Подразделения МВД несут службу в усиленном режиме. За порядком следят более 300 сотрудников на 119 маршрутах. Свою эффективность в Сухуми доказала и туристическая милиция. Отдыхающие регулярно обращаются к сотрудникам с различными вопросами. Не исключено, что нововведение может появиться и в других районах республики, в том числе в Гагре. В городах и районах Республики Абхазия обеспечивается общественная безопасность силами милиции общественной безопасности, оперативными подразделениями. Ежедневно задействовано более 300 сотрудников, 44 транспортных средства. На 119 маршрутах в городах и районах обеспечивается общественная безопасность. Также необходимо отметить, что в городе Сухум этим летом стартовал пилотный проект на базе учебного центра школы милиции, так называемая туристическая милиция. Это молодые курсанты, обучающиеся в высшей школе милиции. Они задействованы на набережной Махаджиров. Они обеспечивают помощь нашим гостям с столицы. Это информационная помощь прежде всего, и также это патруль набережной Махаджиров. Так как этот проект показывает хорошие результаты нашим гражданам и гостям столицы, это нравится, это молодые сотрудники, у них новая форма с новыми эмблемами, туристическая полиция. Мы в будущем году, я думаю, во всех городах и районах Республики Абхазия подобные мероприятия будем проводить. Нарушений как таковых нету в местах патрулирования. Если какие-то мелкие есть административные правонарушения, сотрудники милиции на них реагируют. У нас составляются протоколы сотрудниками милиции общественной безопасности. Это в основном мелкие нарушения, такие как распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство бывает. Но мы сторонники того, чтобы предупреждать гостей столицы, допустим, если какие-то мелкие правонарушения ими совершаются, так как это наши гости, мы предупредительную работу ведем, предупреждаем и таким образом реагируем. Если же какие-то грубые нарушения, конечно же, сотрудники реагируют и привлекают к ответственности нарушителей. Но, повторюсь, таких нарушений у нас не выявляется в основном. Больше, чем путешествие. Так называется автономная некоммерческая организация, встреча с представителями которой прошла в Министерстве туризма. В рамках встречи были представлены программы, направленные на популяризацию внутреннего туризма. Все подробности в материале Гундышова. Программа «Больше, чем путешествие» – это проект для молодежи, позволяющий бесплатно отправиться в путешествие по России. Участники получают возможность посетить знаковые регионы страны, узнать больше о культуре, истории и природных достопримечательностях. Программа входит в список мероприятий Федерального агентства по делам молодежи и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». У участников проекта есть возможность отправиться в тематическую поездку. Причем тематики поездок относятся к нескольким большим группам – спорт и активный туризм, культура и искусство, история и патриотизм и множество других направлений. Представители «Больше, чем путешествия» ознакомили министра со своими программами и инициативами, направленные на популяризацию внутреннего туризма. Особое внимание было уделено проектам, ориентированным на молодежь и активных путешественников, заинтересованных в исследовании новых направлений и получении уникального опыта. У нас программа развивается по нескольким направлениям. Это и наши классические полезные путешествия, гражданско-патриотическая направленность и походное движение, и наши проводники смыслов, экскурсоводы, и, собственно, целый ряд событийных мероприятий, которые формируют у молодого поколения желание к самостоятельным путешествиям. Все эти треки мы обсудили с коллегами, передали наши предложения. В ближайшее время получим обратную связь и сможем перейти уже к конкретным практическим действиям. В ближайшее время группа молодых людей из Абхазии отправится в столицу России. Экскурсионный тур «Кремлевские выходные» будет проходить по стандарту организации «Больше, чем путешествие». Поездка станет важным этапом в формировании у молодежи уважительного отношения к истории и культуре соседней страны.
Также будет способствовать укреплению дружественных связей между Абхазией и Россией. Одно из основных тоже моментов, которые мы обсуждали, это визит молодежи из Абхазии. По нашему стандарту путешествия для них готовятся. Надеюсь, что в конце сентября они смогут приехать в Москву и посмотреть города Москвы и Московской области. В ходе встречи Астамур Логуа подчеркнул важность привлечения опыта и знаний организаций больше, чем путешествия, для повышения качества туристических услуг и создания новых привлекательных маршрутов. Есть интересные предложения, я за какие-то из них зацепился. Мне очень понравился такой проект, как семейный фестиваль, где люди с семьями приезжают. 2-3 дня они получают какие-то знания, а еще 2 дня, допустим, проводят экскурсионные маршруты, им показывают и так далее. Мне кажется, это было бы интересно как для наших семей абхазских, так и, безусловно, сделать это отдельным событием, которое может привлечь дополнительно в межсезонье большое количество туристов. Все лучшие практики, которые у них сегодня имеются, мы договорились о том, что они нам их отдадут. И мы, конечно, постараемся их реализовать на нашем уровне на территории Абхазии. Представители автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие» выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и готовность активно участвовать в развитии туристической отрасли Абхазии. Они отметили уникальный потенциал республики и выразили уверенность в успешной реализации совместных проектов. Кундашова, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Батал Берзейни утвержден руководителем Гагарского отделения партии «Единая Абхазия». Его заместителем избран Даур Чанба. Члены партии также обсудили кандидатуры делегатов от Гагарского района, которые примут участие в предстоящем съезде партии «Единая Абхазия», намеченном на август. В мероприятии приняли участие политический и государственный деятель, бывший руководитель партии Сергей Шамба, члены партии, представители общественности. Управление госавтоинспекции напоминает, что получить водительские удостоверения российского образца на территории Абхазии можно только до апреля 2026 года. Для этого нужно всего лишь обратиться в УГАИ с абхазским и российским паспортами и предъявить права. Начальник госавтоинспекции МВД Абхазии Дамир Авицба также призвал граждан, чьи документы уже готовы, обращаться за их выдачей. На сегодняшний день более 1000 удостоверений ждут своих владельцев. Уважаемые граждане, напоминаю, что процедура выдачи водительского удостоверения российского образца на территории Абхазии будет осуществляться до 1 апреля 2026 года. После этого данную процедуру можно будет проводить только на территории Российской Федерации с обязательной сдачей экзамена на предмет знания правил дорожного движения. УГАИ призывает вас своевременно обратиться с целью получения российских прав. На данном этапе мы уже не наблюдаем такого ажиотажа, как в начале. Вы можете прийти и без очереди подать свои документы. Напоминаю, прием ведется ежедневно в здании УГАИ с 9 до 18 часов со вторника по субботу. Также призываю граждан, уже подавших свои запросы, своевременно обращаться за выдачей уже готовых водительских удостоверений российского образца. На сегодняшний день у нас более 1000 удостоверений ждут своих владельцев. 23 июля в Национальной картинной галерее в Сухуми откроется выставка «Возрождение галереи». В экспозицию войдут произведения, уцелевшие после пожара, произошедшего 21 января прошлого года. Выставка знаменует не только возвращение культурной жизни в стены галереи, но и начало восстановления художественного фонда. В день открытия стартует акция «Одна картина, одна история», в рамках которой художники смогут передать в дар галерее произведения искусства. Яркие и интересные события ждут жителей и гостей Пицунды с 23 по 25 июля. Ко дню города, который в Пицунде отметят 25 июля, приурочен гастрономический фестиваль. В нем примут участие абхазские и российские производители, рестораторы, кулинары и фермеры. Праздник приурочен ко дню города Пицунды, который в этом году отметят 25 июля. В завершающий день состоится концерт с участием вокальных и хореографических коллективов из Абхазии и России. Праздничный салют. Организаторы фестиваля – администрация Гагарского района совместно с пицунской молодежью.
Вице-президент Беслан Бигвава принял мастера спорта России международного класса, чемпиона Европы по версии IBF European, серебряного призера Европейских игр, серебряного призера чемпионата России Харитона Агарба. Беслан Бигвава выразил ему слова искренней благодарности за вклад в развитие бокса. «Мы горды тем, что наш соотечественник – многократный победитель и призер международных и национальных турниров», сказал Бигвава. Харитон Агарба, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за высокую оценку его спортивных достижений. Объявлен конкурс на соискание государственной премии имени Таифа Ачба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы. К участию принимаются оригинальные произведения в жанрах поэзии, прозы и драматургии, опубликованные в 22, 23 и 24 годах. Заявки принимаются до 17 октября в Министерстве культуры. Ситуацию с вывозом мусора на центральном рынке обсудили в администрации Сухума. Как отметил директор рынка Алхас Гургулия, автомобильные заторы вокруг рынка затрудняют вывоз мусора коммунальным службам. Он заметил, что на сегодняшний день есть две площадки вокруг рынка, где стоят контейнеры – по улице Вардания и улице Имама Шамиля. В дневное время физически подъехать и вывезти мусор вокруг рынка невозможно. Мэр Сухума Тимур Агарба поручил руководству рынка во взаимодействии с ГАИ города найти решение проблемы. На совещании также рассматривался вопрос переноса контейнеров с рынка в другое место. Домуправу поручено подыскать место под мусорную площадку в районе. В Министерстве соцобеспечения ведется прием граждан, получивших социальные выплаты на территории России для создания единого реестра. Также граждане могут обращаться на горячую линию. 17 июля прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам назначения и выплаты социальных пособий. В центре обсуждения поиск решений по выходу из кризисной ситуации, связанной с возможным уголовным преследованием граждан Абхазии, ранее получавших социальные выплаты на территории России. Подчеркивается необходимость координации действий с российской стороной и разработки совместных решений в рамках двустороннего сотрудничества. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 19 и 20 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу ночью и утром без осадков. Ближе к вечеру местами возможен слабый дождь. В воскресенье ливневый дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.